Добрый вечер, мои уважаемые подписчики, зрители моего канала и мои друзья. Сегодня 30 декабря, мы не стали ждать. Завтрашний день решили помыть все фрукты, приготовить на завтра. Дома мы убрались. Мои мальчики прекрасные очень в этом мне помогли. Повесили мы гирлянду на улице. Повесили как смогли. Но все равно красиво. Они довольны. Всем привет! Всем привет! У нас дома бардак, везде наставлено. Холодильник ничего не уйдет. И все стоит на столе. Даже не представить, что завтра будет Новый год. Что-то год быстро прошел, пролетел, мне кажется. Ну, все было и хорошее, и плохое. Но ничего не поделаешь. Бывает всегда в жизни разные полосы. Снимаем пробу фруктов. Какие я вчера купила. Дети сегодня закончили учиться. Я все закончил. Закончил? Да. Есть киви. Киви? Угу. Приятно. Я им всегда готовлю яблоки вот так. Если у меня целиком яблоки лежат, они что-то у меня не кушают. А когда я разделю вот так, сделаю ассорти в тарелке каждый день, они у меня кушают. Потому что большие яблоки, поэтому не кушаю. Почему большие? Ну, маленькую яблоку бери. Ага. Ну, им интересно все равно, когда я апельсин почищу и нарежу яблок. Пусть я убираю вот с такой штучкой. Очень удобно. Ничего не остается. Вот. Им удобно кушать. Им нравится. Почищу несколько мандаринчиков. А потом, если захотят, почищут сами. Ну, конечно, мандаринчиков они так, как семечки, щелкают. И сами могут. Но яблок ждут, когда я все разделаю. Почему? Вкуснее от рук мамочки. Ой, спасибо, мой хороший. Ну что, все у нас готово. Вот фрукты вот. Убирайте вон туда. Он у вас банан чернеет, не кушаете. Давайте я вам почищу. Давай. Ну, ты знаешь, как у меня достанется. Они мытые у меня все. Этих я вчера купила. Вон они какие почерневшие. Таких, наверное, не надо. Такое не люблю. Не любишь такое? Вот где белые нарежу. А где темные оставлю. Ешьте. А я сейчас поставлю печь свой вкуснейший ароматный хлеб на хмелю. Вот он у меня как поднялся хлеб. Сейчас испечем. На завтра будет у нас свежий хлеб. Будем встречать тигра свежим хлебом.
Может, нам привезет здоровье, счастья, успехов, удачи, благополучия в семье. И все наши пожелания все исполнит. Сейчас мы с мальчиками, пока хлеб у меня печется, сейчас вот погуляем на улице. У меня этот каравай печется где-то час 20, потому что он большой. Вот такую красоту мы с ребятишками сегодня сделали. Повесили гирлянду. Повесили, конечно, как смогли. А Арчи тоже вышел гулять. Кто там ходит? Это я. А братики вон там ходят. Мальчики, они такие озорные всегда. Лазают. Бегают, прыгают. Что-то делают. Себе окоп, наверное, делают. Спрятался. Да, и младшенького нашего не видать. Где же он? Очень красиво. Да, очень красивые, мы молодцы. Вот нарядили. Все равно праздничное настроение. Дети радуются, вместе с ними радуюсь я. Мои соседи тоже повесили гирлянду. У них 3 детей. Тоже ждут Дедушку Мороза. На улице минус 15 градусов. Ветра нет. Но очень-очень погода хорошая. Не холодно. А мои дети довольные. Бегают. Завтра пойдем после 12 часов на елку в центр. Снимаю ролик, немножко покажу. В прошлом году я снимала. Только из-за музыки у меня отключают монетизацию. Ну и ладно. Ну ладно, отключат, так отключат. Я покажу своим подписчикам и зрителям моего канала наш Новый год. Не обязательно все сравнить с деньгами. Вот же мои хорошие, как играют. Да пускай играют. И я бы, как они, играла бы, валялась бы на снегу. Но уже я старая. Сегодня только повесили гирлянду. Любуюсь и не налюбуюсь. Как дитё. Вот какого каравая я испекла сейчас. Как говорится, хлеб всему голова. Встречаем тигра с хлебом. Хлеб горячий. Пока резать не буду. Но легкий. Хлеб испекся. А запах вкусный.
на весь дом. Даже на улице чувствуется, что дома печется хлеб на хмеле. Ну, на этом я свой ролик заканчиваю. Всем желаю здоровья, удачи в новом году, благополучия в семье. И желаю все, что вы себе сами пожелаете. Всем пока-пока. До следующих встреч.